Что думаешь насчет завтрашней ночи? Во-первых, я хочу сказать альхамдулилля. У Аллаха всегда более лучший план, чем у нас. На завтра у Бога есть план. И, иншаллах, неважно, что случится. Я буду и дальше двигаться вперед и делать историю, иншаллах. Спасибо большое, ребят. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, брат. Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракатух. Я вот слышал об этом парне Хабибе Нурмагомедове. Боец, бьющийся в абсолютном бойцовском чемпионате. И завтра состоится большой бой, в котором Хабиб будет хедлайнером. В этой схватке UFC. Родом он из России, из Дагестана. И он будет драться за пояс. Каково ваше мнение о спорте, который я называю кровавым, из-за того, что там бьют в голову? Что думаете, шейх? Окей, альхамдулиллахи раббил алямин, ва саллаллаху ва саллям аля набина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, ва ман таби'ахум би ихсанин иля йомиддин. Ах, и прежде чем начать, мы должны поздравить нашего брата за достижения, которых он добился. Человеку недостаточно просто заявлять то или сё. Поздравьте человека вначале, он работу проделал. И не только это, но и, субханаллах, он достиг одного из высочайших уровней в этих боевых искусствах. Как там абсолютный бойцовский чемпионат? Абсолютный бойцовский чемпионат. Большой уровень. Какими должны быть мусульмане? Должны стремиться к совершенству во всем, что они делают. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а в другой передаче говорится, другая формулировка. То есть, ахи, субханаллах, стремись к тому, что приносит пользу, проси помощи Аллаха и не ленись. Вот ключ к успеху. Так вот, вопрос, который ты задал, ахи. Вернемся к тому, о ком мы сейчас говорили. До отступления от темы мы говорили об этом человеке. И мы сказали, субханаллах, он пояс хочет выиграть. Мол, мне без разницы, приходи хоть не на камеру, хоть без UFC. Мол, я разберусь с каждым, кто встанет у меня на пути. Он хочет показать мусульманам, какими должны быть мусульмане. Как мусульманин должен уметь постоять за себя, не быть слабовольным. Не быть слабовольным. Нужно обладать таким качеством, как айза. В нем есть достоинство. Понимаете, да? Это первое. Второе. UFC и все это битье по лицу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил бить по лицу. В достоверном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-то из вас будет драться со своим братом, если любой из вас подерется со своим братом, пусть он не бьет его по лицу. Ведь лицо — это самое почтенное место у человека. Множество органов на лице. То есть, ахи, правильно ли это, когда человек вырубает парня, ударяя его по лицу? Ответ — нет. Это недозволено. Вот. То есть, по сути, вы предостерегаете людей не смотреть этот спорт, и в частности завтрашний бой. Да, знаете почему? Когда люди этим впечатляются, начинают бить людей в лицо, без разбора. И это, конечно, неправильно. И еще один момент, который мы затронули. Объединение людей, как он сказал, я объединю мусульманскую умму. После победы в бою UFC, это правильно? Может ли он объединить на спорте? Может ли он объединить на спорте? Вот это хороший вопрос. Вопрос к вам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объединял людей на спорте? Он делал так? На чем он объединял людей? На чем? На Коране и Сунне, на своем пути. И, субханаллах, ученые всегда говорят, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, людей объединял на Коране и достоверной Сунне в понимании сподвижников. Вот на чем надо объединять. Но в то же время это очень важно. То, на чем каждый из нас должен объединяться. Аллах говорит, все вы держитесь за вервь Аллаха и не разделяйтесь. Вот это очень важно, ахи. Каждый должен это знать. А как насчет другого аспекта? Аурат. Да. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, место, которое мусульмане должны прикрывать. От пупка до колен, так ведь? А UFC-бойцы прикрывают область от пупка до колен. Делают они так? Вот на этот вопрос каждый должен ответить. Так что, Аллах знает лучше, брат. Поэтому нецелесообразно человеку так делать. И еще вот о чем я подумал. Время. Потеря времени. Даже если вы это смотрите,
Много времени теряете. А ведь очень важно продуктивно использовать свое время. Ведь в числе прочего, в судный день ты будешь спрошен за время. Терял ли ты время, просматривая UFC? Растрачивал ли ты время на это? А некоторые даже ставки делают. Некоторые аж ставки делают. Говорят, если этот победит, столько-то получу. А если этот победит, я потеряю столько-то денег. Дозволено ли это? На этот вопрос каждый должен выяснить ответ. Потеря времени, ставки. И не только это. Но бывает, в доме собираются, приносят с собой покурить, курят перед телевизором и так далее. К чему приводит такое времяпровождение? На этот вопрос каждый должен ответить. Но в то же время, при всем при этом, несмотря на все это, ахи, мы должны наставлять молодежь не терять время, смотря такие вещи. А на что тратить время? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: учите детей 3 вещам. И борьба — это одна из тех вещей. Но используйте это для самозащиты. Кто-то напал? Защити себя, но не используй это по несправедливости, ударяя без разбора по лицу людям. Братья и сестры, джазакумуллаху хайран, Аллах знает лучше. Да благословит Аллах субханаху ва тааля каждого из нас. Не хотел никого задеть. Просто искренний совет от вашего брата, бедного служителя Аллаха. Куффары! Неверующие и есть иман, и все. Ахи, посмотри, что Аллах говорит в Коране. У вас ваша вера, у нас своя. И что они делают? Они вырывают аяты из контекста Корана. Наши финансовые операции аннулируются. Я тебе ничего не должен. На самом деле это была ложь, фальсификация, Аллах раскрыл это в Коране. Лучше взвесьте золото дома, прежде чем нести менять форму на заказ. Если он каждого клиента так обвешивает, то с этого он поднимет очень и очень неслабо. И тебя тоже обдерет. А ты этого даже не узнаешь. И вдруг кто-то говорит: кто убежал с головой? Какой-то парень посреди всего этого хаоса схватил голову и убежал с ней. Когда глубоко задумываешься об этом, думаешь: субханаллах. Неудивительно, что Аллах не дает победу всем этим 1,7 миллиарда. Знаете почему? Потому что многие из этих 1,7 миллиарда пьют, играют в казино, делают ставки на лошадиных скачках. Или своих лошадей ставят на скачки некоторые богатые арабы. О Аллах, собственные лошади! За 1 000 000 фунтов! Или они обманывают, занимаются мошенничеством на eBay. Или кидают людей на онлайн денежных переводах. Или они дурно обращаются с членами своей семьи. Или пренебрегают обязанностями. Или у них дурной нрав. Или врут, обманывают. Или они запросто берут кредиты под проценты, лишь бы им дали денег. Или они могут даже обесчестить женщину, потому что их никто не видит. Что бы это ни было. Или человек может сидеть в комнате один и смотреть на мониторе на харам. Или слушать то, что является харамом. Или ходить в клубы, или куда бы еще ни было. Во все эти подобные места, где они танцуют, ужинают, клубятся, встречаются и так далее. Хотя у них мусульманские имена. Они мусульмане, и все это они уже делают до победы. А что, по-вашему, после победы будут делать? Если Аллах скажет: ладно, я дам всем мусульманам в мире, в наши дни я имею в виду, дам всем им победу во всех странах. Что будет? Будет в 10 раз хуже. И Аллах ждет, по какой бы то ни было причине, чтобы в нужное время дать нусра, помощь правильным верующим. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.